люди потрясены. В январе 1969 года около 40 тысяч человек прошли мимо гроба Яна Палаха, 20-летнего студента, совершившего самосожжение в центре Праги. Это случилось через несколько месяцев после того, как интервенция российских войск положила конец попыткам построить более открытое либеральное общество, или, как тогда говорили, социализм с человеческим лицом. Палах говорил, что цель его поступка – встряхнуть чехословацкое общество, в котором царили обреченность и отчаяние. Палах стал символом маленького униженного народа или народов, которые попытались найти свой путь в истории, но большая имперская сила задушила этот порыв. Палах же показал, что есть более важные вещи, чем отдельная человеческая жизнь. О поступке Палаха написала вся мировая пресса, но он был не первым, кто решился на такой шаг. В сентябре 1968 года во время праздника урожая в Варшаве совершил самосожжение находившийся на трибуне 59-летний Ришард Сивец. Перед этим он записал аудиообращение, осудив вторжение в Чехословакию и тот факт, что в нем участвовала и польская армия. Услышьте мой крик, крик простого человека. Это крик, обращенный к народу, который любит свою свободу и свободу других больше всего, больше, чем собственную жизнь. На мероприятии присутствовало более 100 тысяч человек, однако властям удалось несколько месяцев замалчивать трагическую смерть Сивица. Польская редакция «Радио Свобода» сообщила о ней только после самоубийства Яна Палаха. К этому времени самосожжение совершил еще один человек. В ноябре 1968 года в центре Киева покончил с собой 40-летний Василь Макух. Радио «Свобода» в 2017 году освещало открытие, посвященное ему памятной доски, на котором присутствовал его сын Владимир. Василь Макух протестовал против оккупации Чехословакии и советского строя в Украине. Дуже вдячний всем людям, які пришли вшанувати память. Я очень благодарен всем людям, которые пришли почтить память моего отца, который боролся до последней капли крови за то, чтобы Украина была независимой. Советская пресса не сообщила об этом происшествии, однако в Чехословакии ситуация радикально отличалась. Несмотря на то, что это случилось через несколько месяцев после оккупации, пресса в существенной мере еще оставалась свободной. Она широко освещала сильную ответную реакцию на поступок Палаха, поэтому о нем узнали во всем советском блоке. Кроме того, его подробно освещали Радио «Свободная Европа» и Радио «Свобода». Эти сообщения не остались незамеченными. На месте самосожжения Палаха на голодовку вышли студенты. Одним из них был Ян Заец. Его имя указано на этом скромном памятнике рядом с Палахом. Заец был одним из нескольких человек, совершивших самосожжение по примеру Палаха, однако общественный резонанс был уже меньше. Прежде всего ужесточилась цензура. Вскоре после поступка Палаха из страны было выслано 16 видных иностранных журналистов. После этого освещение подобных инцидентов было ограничено. Однако имя Яна Палаха стало символом. В 20-ю годовщину его смерти, в январе 1989 года, протесты в Чехословакии продолжались неделю. В конце того же года коммунистический режим был свергнут в ходе массовых демонстраций. В 1990-м Палаха перезахоронили на Ольшанском кладбище в Праге. Ранее власти убрали оттуда его могилу, потому что люди приходили почтить его память. С тех пор он покоится с миром.